До планового окончания строительства бассейна в Сосногорске осталось меньше 3 месяцев, однако на сегодняшний день объект готов только на 21%. Напомним, строительство бассейна началось в январе этого года. По решению главы республики Сергея Гапликова оно было включено в региональную госпрограмму развития физической культуры и спорта. Конкурс на постройку физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, объявленный Республиканской службой единого заказчика, выиграла сыктывкарская фирма «Промресурс-М». Отставание от графика было выявлено еще в сентябре этого года. Тогда, во время рабочей поездки, зампред правительства Коми Анатолий Князев прямо на стройплощадке выразил свое недовольство работой подрядчика. Крайне недоволен по срокам. Они уже ушли на 3 недели назад. Должны были уже закрыться, контур закрыть, крышу сделать. К сожалению, вот видим картину, что отставание существенное, поэтому надо подрядчику активизироваться. Объект 100% обеспечен финансами. Деньги финансируются еще за счет республиканского бюджета, поэтому я не вижу никаких причин для отставания. Отставание от графика строительных работ можно наблюдать и сегодня. В Министерстве спорта Коми намерены добиваться от подрядчика выполнения обязательств по строительству спорткомплекса с бассейном в запланированный срок до конца 2017 года. Об этом на днях заявил руководитель ведомства Николай Бережной. Нас волнуют темпы строительства бассейнов в Сосногорске. Практически с октября мы перешли в режим ручного управления. Еженедельно собирается рабочая группа с участием заинтересованных сторон. Планирование идет на неделю-две вперед. С моей точки зрения, для того, чтобы подрядчик эффективно выполнял свои обязательства, все необходимое есть. Будем добиваться выполнения от подрядчика взятых на себя обязательств. Здесь позиция у нас однозначная. Менять ее мы не собираемся. Кроме того, на прошедшем на этой неделе в Сыктывкаре парламентском обсуждении госпрограммы развития физической культуры и спорта председатель контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова отметила, что в 2017 году на строительство спортобъектов в регионе из республиканского бюджета выделено 162 миллиона рублей. Однако на 1 сентября освоено только 32 миллиона или почти 20% от планового объема. Низкие темпы освоения касаются строительства бассейна в Сосногорске. Впрочем, согласно графика строительства, подрядчик уже к 15 октября должен подвести здание под кровлю. Буквально на днях жители Сосногорска смогут наглядно увидеть, выполнит ли подрядная организация свои обещания, данные зампреду правительства Коми еще в сентябре. Тогда Анатолий Князев отметил, что о переносе сроков сдачи готового объекта и речи быть не может. Мы должны сдать в этом году. Один из моментов, который мы можем, может быть, не отработаем, это благоустройство прилегающей территории. Можно оставить на следующий год. А другие сроки сдачи не рассматриваются абсолютно. Вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске находится под пристальным вниманием республиканских властей. Вопросы приватизации нежилых муниципальных помещений обсудили вчера в рамках прямой линии. Она прошла в Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми. Один из первых вопросов, где можно узнать об имеющихся объектах недвижимости в Сосногорском районе. Вы можете посмотреть эту информацию на сайте администрации муниципального района Сосногорск. Там есть перечень свободных помещений города Сосногорска именно в городе и в близлежащих поселках, так скажем. Либо вы можете написать в комитет по имуществу, город Сосногорск, улица Куратова, дом 2. В прогнозном плане приватизации на этот год числится всего 2 нежилых объекта. Оба находятся в железнодорожной части Сосногорска. Получить в собственность такие помещения можно только путем аукциона. Но если заявится всего один участник, то аукцион будет признан несостоявшимся. Звучали на прямой линии и вопросы, не связанные с нежилыми помещениями. Так Сергей Рогозин поинтересовался, можно ли вернуть дачный участок обратно государству. Если ему передали на праве постоянного наследуемого владения, он может отказаться. У нас он может прийти в комитет по имуществу и написать отказ, если это не в его собственности, если просто у него есть свидетельство, знаете, такие раньше желтые свидетельства давали, на право безвозмездного пользования, так скажем, наследуемого владения. Волновал пенсионера и вопрос так называемой обратной приватизации. Согласно закону, граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе передать его в государственную или муниципальную собственность. При этом органы исполнительной власти, местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с этими гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Впрочем, по любому вопросу, касающемуся приватизации как жилых, так и нежилых помещений, можно обратиться в Комитет по управлению имуществом по телефону 562 45.